Центр управления регионом Ингушетии запустил новую систему автоматического сбора данных и уведомлений для более оперативного информирования населения республики о плановых и аварийных отключениях в муниципальных образованиях. Об этом сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Система полностью запущена после проверки. Контролировать своевременность и корректность публикации информации будут муниципальные власти. Глава напомнил, что ежемесячно ЦУР обрабатывает более 1500 обращений. С 1 по 5 августа в Ингушетии пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум «Таргим-2025». Прием заявок продлится до 13 июля. До 28 июля можно зарегистрироваться на грантовый конкурс и получить до 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Основные треки форума – молодежный туризм, молодежное предпринимательство, патриотическое воспитание и технологии будущего. Участников ждут мастер-классы, тренинги и насыщенная культурная программа. Экскурсоводы, гиды-переводчики, инструкторы и турорганизации будут нести административную ответственность за нарушение правил сопровождения туристских маршрутов. Такой закон одобрил Совет Федерации. По действующему законодательству все экскурсоводы и инструкторы-проводники обязаны проходить аттестацию, а организации привлекать квалифицированных специалистов для сопровождения туристов на опасных и сложных маршрутах. Однако санкции за нарушение этих требований не предусмотрены. Одобренный сенаторами закон вносит изменения в КоАП, предусматривающие штрафы за оказание услуг неквалифицированными лицами или без привлечения аттестованных инструкторов. Также вводится ответственность для инструкторов-проводников за несвоевременное уведомление органов власти о сопровождении групп туристов. Для повторных нарушений предусмотрены более строгие меры, а дела о таких правонарушениях будут рассматривать суды. Российские предприятия в 2025 году освоили выпуск по полному циклу нескольких аналогов импортных препаратов для профилактики онкологических заболеваний, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, в планах к 2030 году необходимо повысить обеспеченность российской фармацевтики сырьем до 80%. В частности, речь идет о стратегически значимых лекарствах в рамках нацпроекта Минздрава, а всего рассчитывают охватить 186 наименований препаратов. Дети с ограниченными возможностями здоровья получат новые учебники, разработанные с учетом их образовательных потребностей, сообщили в Минпросвещении России. Там отметили, что в России уже внедрены адаптированные программы, которые учитывают особенности таких учеников. Они соответствуют общим требованиям, действующим во всех школах. Это касается как учебных планов, так и системы итоговой аттестации. По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в 2 раза. 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях. Правительство России упростит выплату единого пособия для нуждающихся семей и беременных женщин, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что с учетом обратной связи от граждан власти упрощают механизм такой помощи для удобства людей. Например, с января, если родители уже получают пособие на старших детей, оно уже автоматически назначается и на новорожденных в том же размере. При этом, по его словам, никаких бумаг и заявлений подавать больше не нужно. Глава Кабмина добавил, что пособие хорошо зарекомендовало себя в прошлом году. Так, в 2024-м оно выплачивалось на 10 миллионов детей и 140 тысячам будущих мам. Федеральный реестр, в который войдут данные граждан, когда-либо обращавшихся за психиатрической помощью, включат прежде всего пациентов с тяжелыми психическими расстройствами и склонностью к совершению общественно опасных действий. Большинство же пациентов продолжат получать помощь в привычном формате, сообщили в Министерстве здравоохранения России. Ведомство разрабатывает единый федеральный реестр, в который войдут данные граждан, когда-либо обращавшихся за психиатрической помощью. Частичный доступ к данным получат не только медицинские работники, но и сотрудники полиции. В ведомстве считают, что реестр поможет улучшить медицинскую статистику и планирование помощи.